Более 17 тысяч работников пенсионного возраста трудятся только в одной Ингушетии. Такие цифры приводит региональное отделение Пенсионного фонда России. Изменения в пенсионном законодательстве в первую очередь приветствуют будущие пенсионеры. Ведь помимо прочего, это дополнительный доход и возможность заниматься любимым делом. Светлана Томова продолжит тему. Марет Бабхоевой 70. Стать учителем она мечтала с детства. По окончанию школы поступила на филологический факультет. И вот уже 49 лет как работает в школе. Преподает русский язык и литературу. О выбранной профессии никогда не жалела. Сил и желания работать не занимать, отмечает Марет. Уйти на пенсию женщина и не думает, потому новые изменения в законе только приветствует. Знаете, порой бывают дни, когда вот бывает же, мы все живые люди, недомогание какое-то. Но стоит мне переступить порог школы, вот я увижу лица этих детей, их улыбающиеся глазки, они приветствуют. Это, знаете, с меня как будто бы все снимает, всю эту боль, все это недомогание. И войдя сюда к коллегам, когда они меня приветствуют, вот я чувствую, что, может быть, это просто их порядочность. Из-за своей порядочности они проявляют уважение ко мне. Ну, и это меня как-то, знаете, стимулирует к большему. И я стараюсь еще быть на должном уровне. А вот у Магомеда Сали Аушева 30-летний стаж. За это время он успел поработать и в МВД, и на инструментальном заводе, и охранником в различных учреждениях. Вот уже 4 года он трудится на национальном телевидении слесарем-сантехником. За это время азы новой профессии освоил хорошо. Работает доволен. А нововведения в пенсионной системе дают ему уверенность в том, что по возрасту на заслуженный отдых его никто не отправит. Для него это желанная возможность трудиться дальше и иметь дополнительный заработок. В дальнейшем годами оз Бог бежбехка, час Бог бежбехка божбо Бог. Зберик Бог хам бявян чулда, критвян чулда, фудмелда, хагин чулда. So was she шолж оз, so да Бог бе шолж чаух дети. Сун чаух да, что пенсионериш хантаз камел да чарцы. Что спринять да чауриаз да троцат шолж метги, соц Бог бяриш, бисап, мусти шолж бондяр, спринять да, бусти шолж мухулиш. Да Бог бе шолж. Вот сол хачауриаз да. Владимир Путин в своем недавнем обращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной системы. Он подчеркнул, что при принятии решения о повышении пенсионного возраста должно присутствовать человеческое измерение. Если ответственно относиться к стране, то принцип «после меня хоть потоп» неприемлем, подчеркнул глава государства. Путин отметил, что для граждан, которые достигли пенсионного возраста по старому законодательству, в ближайшие 2 года установить особую льготу. Право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового срока. К примеру, если человек должен был выйти на пенсию по новому законодательству в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019. Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50 работу действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Трудовая инспекция в регионах информирует о начале работы горячих линий, куда сотрудники предпенсионного возраста могут обратиться, если ущемлены их трудовые права. Эти меры воздействия приняты Рострудом для работодателей, которые могут уволить работника перед выходом на пенсию или не принимать на работу из-за возраста. Трудовое законодательство не предусматривает ограничения занимаемой должности в какой-то категории возраста. То есть в связи с тем, что работник уже находится в пенсионном возрасте, его уволить нельзя.
это запрещено. Если нарушение трудовых прав работников будет подтверждено, Государственная инспекция труда, данные работодатели будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа, и им будет дано предписание, которое они должны быть обязательно исполнить указанный инспекцией труда срок. В своем обращении президент предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. По его мнению, необходимо установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Светлана Томова, Сурхо Кусиев. Новости 24.